Sevgiyle yaşaganlar yaş yüreklere, halkımızın geleceği yiğit kızlarda. Toylar olsun, bayram olsun, milletim yaşa. Biz Kırımlı, Kırım bizimki. Рустем Дервиш. Вот. Ну, я так думаю, что вас интересует наш дом. Это старый бахчисарайский дом, середина 19 века. Мы его купили, восстановили. Теперь у нас здесь как бы музей. Все, кто к нам приходит, все спрашивают: кофе можно у вас попить? Мы им на улице кофе делали. А потом я подумал, раз все спрашивают кофе, нам пришлось восстановить вот эту вот прекрасную... Ну, я почему говорю восстановить? Потому что, чтобы кофейню сделать в Бахчисарае, не нужно придумывать ее интерьер. Мы поэтому собрали все свои силы, чтобы не уйти в сторону современных интерьеров, и воссоздали те интерьеры, которые должны быть в Крыму, в Бахчисарае. Вот это все абсолютно аутентичный интерьер, вплоть до занавесок, вплоть до этих висюлек. Вот. И особенно вот это вот оджах, вот за девчонками. Форма оджаха, это, значит, есть такая рисуночек такой старый. А еще сохранились фотографии начала прошлого века, 20-е годы, фотографии домов города Бахчисарая, но они интерьеров именно. Они в общем таком не очень хорошем состоянии, но они есть, и там видно все. Вот это старое здание, вот ровно по этой белой полосе. Это середина 19 века, старый дом. А этот дом мы строили специально. Я же этот дом, когда купил, я хотел сделать из него мастерскую медника. Вот. Но мне стало жалко, он такой хороший, красивый и один из немногих сохранившихся в Бахчисарае домов. Камень, который мы здесь использовали, это камень со старых бахчисарайских домов. Здесь даже видны следы инструмента старых мастеров. Значит, это реконструкция мастерской медника города Бахчисарая. Значит, вот так открывались у них окна были большие. Вот это ставни, они закрываются на ночь. А утром приходишь, открываешь окно, мастер работал, и его там было видно. Сначала я был архитектором, потом строителем, потом маляром, там что только не делал, пока дом не закончили. Дом закончили, начали делать мастерскую, и у меня была задача восстановить традиционный входную группу в Бахчисарайский дом. А так как кузнецы есть, но кузнецу пока объяснишь, что тебе надо, это долго и дорого. И поэтому мне пришлось сделать это все самому, восстановить все вот эти ручки, все вот эти вот, это на замок, ну, такое красивое, это крышка, ручки кованые, вот это все я делал сам. Вот. Кузню там построил. И где-то полгода, наверное, я был кузнецом здесь. Потом я, короче говоря, пока до медной посуды добрался, очень долго мне пришлось терпеть. Но входную группу я восстановил, мы все эти ручки на дверях восстановили. Потому что они же не продаются сегодня. Вот эти молоточки, ну, тохмах, это так было, но это утеряно, к сожалению. Ну, легко было восстановить, потому что есть старые фотографии 20-е годы прошлого века, фотографии мастерских медника города Бахчисарая. По ним мы восстанавливали. Даже нашлись внуки этого мастера, который у нас на фотографиях, они к нам приходили. Вот эти фотографии, да, вот они принесли фотографии, какой он был молодой, потом какой он дедушка уже стал. Как раз вот слева фотография рядом, это он работает в мастерской своей. Вот около окна большого, на вот таком, там на сундуках, он, кажется, синий. Ну, я уже сет сделал. Сет тут абсолютно. Здесь мы сегодня проводим мастер-классы. Все, что может сделать неподготовленный человек. Сразу. И они счастливые, что они молотком работали, с красивым изделием выходят. Детям показать, как создается вообще такое изделие. Ну, в данном случае это у нас белезлик. Ну, можно веточку, а можно, предположим, там зависит от цели,
задачи. Это можно из этого сделать вот такие листики. Джезбе такой формы, сосуд для приготовления такой формы, мы можем увидеть только в Крыму. Во всем мире нету такой формы. Похоже, но не такая форма. У нас вот она с такой явной талией. И с вот этим верхом ярко выраженным мы чуть-чуть кофе по-другому готовим. Ну, почти одинаково, но все равно по-другому. И посуда у нас другая.